Витаю вас, друзья! Сегодня 8 октября 2022 года, 19:01 по Берлину, 20:01 по Джохару, соответственно. Друзья, приветствую вас! Сегодня я проведу стрим, хотя и не планировал, но вот выдалось время, можно немножко пообщаться. Тем более есть повод. Как известно, сегодня был частично уничтожен Крымский мост. Мост через Керченский пролив, как мы знаем. И давайте об этом поговорим. Но перед тем, как поговорить, я бы хотел сообщить, как обычно я это делаю, по крайней мере, пытаюсь сделать, сообщить информацию о потерях русских оккупантов на святой украинской земле. С 24 февраля по 8, то есть сегодня, октября 2022 года, общей сложности уничтожено 62 060 оккупантов, 380 за прошедшие сутки, 6 танков за прошедшие сутки, итого их стало 2472, 18 боевых бронированных машин, итого их 5111, 1459 артиллерийских систем, 4 за сутки, 1 за сутки это РСЗО, итого 345, антиаэркрафт, противовоздушная система, 3 штуки за сутки, 180 всего, 1 вертолет сбит, их того стало 234 и 266 самолетов итого. Итого их общей сложности самолетов и вертолетов достигла круглой цифры 800 штук. Это самые мерзкие и самые подлые преступники, которые есть в фашистской России. Самые бесчеловечные. Вот при всех вот их ЧВК Вагнерах там и всех остальных, вот эти летчики и вертолетчики самые гнусные товарищи. 1079 БПЛА, 12 за сутки крылатых ракет 246, 0 за сутки, 15 кораблей катера, 0 за сутки, 3875 автомобильной техники и цистерн, 13 за сутки и 1 спецтехника за сутки, итого 136. Друзья, с чем я вас всех и поздравляю. И всех, конечно, кто вновь заходит, витаю вас. И Саня, и Юзер, и все остальные друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку. Вот сейчас как раз у нас начинается эфир. Всем каждый, кто сейчас заходит, если вы распространите хотя бы по одному или где-нибудь в группе, тем больше людей увидят. Я это говорю, потому что мой канал постоянно враги пытаются загасить, задушить, чтобы мы не могли доносить правду. Поэтому помогайте мне, помогайте, так как на территории фашистской России наш канал запрещен. YouTube канал запрещен. YouTube канал. Пока до ТикТока не дошли, но ТикТок я уже много жалоб получал и даже был на время забанен. Вот такие вот, друзья. А теперь давайте можем поговорить и о Крымском мосту, который был вот так вот. Сейчас я тут отвлекаюсь, смотрю видео. Смотрю видео. Так. Вот кто виноват. Динозавр написали, вот кто виноват. Ну, смотрите, друзья, конечно же, про Крымский мост украинские власти, ЗСУ и просто любые комментаторы и эксперты постоянно говорили, что Крымский мост нужно уничтожить. Вот кто-то нашелся, даже у меня из зрителей кто-то говорит, я взорвал.
Поэтому, конечно же, мы сразу же полагаем, идет война, и такие вещи происходят. Ну, как-то все немножко возникают вопросы. А если есть какие-то вопросы, и не все неоднозначно, мы должны задавать эти вопросы, чтобы понимать, как все это развивается, к чему это идет. Ну, смотрите, например, едет грузовая машина, да, у меня есть только видео, как и у всех у вас, где мы видим, что люди едут машины, и в этот момент происходит взрыв. Есть основания полагать, что взрыв произошел из-за детонации машины, которая едет, грузовой машины, большой фуры, которая взрывается. Очень похоже, что взорвалась именно она. В таком случае человек, который находился в этой машине, должен быть либо смертником, либо человек, который не знает, что он везет взрывчатку. Что на самом деле маловероятно, потому что взрыв происходит рядом именно с цистернами с горючим, которые идут на другом мосту, который находится рядом, и мы видели, произошло возгорание. Поэтому человек или же кто-то нажал кнопку, который ехал сзади, который ехал рядом, да, там как раз проскакивает машина с буквой Z. Видели, навстречу едет буквой Z машина, она проезжает сюда, и в этот момент происходит взрыв. Машина едет из России в Крым, да, которая взорвалась. А та машина, которая с буквой Z, едет из Крыма в Россию. Смотрите, может быть следующий вариант. Человеку говорят, доставь там, например, снаряды, взрывчатку. В Крым ведь война идет. Сел, поехал, нажали, взорвали его. Может быть другая ситуация. Может быть сам человек смертник. Ну, я в это не особо верю, потому что нет необходимости так остро погибать, когда можно, урон, конечно, нанесен мосту, и политический, и так далее, но мост полностью не нарушен, не разрушен, железнодорожный мост вообще не нарушен, там только вот эти цистерны загорелись. Грубо говоря, смертник маловероятно. Может быть с вероятностью, что кто-то нажал взрывчатку, но больше процентов склоняется, вот кого я опрашивал, кого там интересовался мнением, что взрыв произошел все-таки от машины. Не под водой, не под мостом, не сверху что-то прилетело, а именно, что взорвалась сама машина. Тогда возникает две версии. Если это машина, то смертник или же человек, которого использовали в темную, которого взорвали. Кому это выгодно? Первые выгоды, конечно же, это мы. ЗСУ, это Украина, это все, кто... Это страны НАТО и так далее. Все, кто против оккупации Крыма и других территорий Украины. Далее, что происходит? Мы должны же все в контексте посмотреть. Я ничто пока не утверждаю, но вот какие вопросы возникают. Мы видим, что началась драчка между путинскими, это Пригожин и Кадыров, которые наехали на генеральный штаб, на Герасимова и на Лапина. Есть такой, это ГРУ, по-моему. У них там является кто-то там. И вот они несут потери, они проигрывают. Военные никогда не любили чеченцев. Фактически, когда началась русско-чеченская война, именно военные, конечно же, исполняли волю Патрушева и Путина и топили чеченский народ в крови. Но после того, как путинская власть во временно оккупированной Ичкерии начала утверждаться, Путин сделал ставку на Ахмада Кадырова, потом, соответственно, после его гибели тоже было очень подозрительно, кто его взорвал. Понятно, что его взорвали русские, но это какие русские были? Те русские, которые за Путина взорвали, чтобы легче было Рамзаном управлять, потому что этот человек не образован и так далее, и так далее.
Либо это какая-нибудь конкурирующая группа, которой не понравилось, что Путин сделал ставку на Кадырова Ахмада, а они остались не у руля. Такие у нас были, это были там разные там товарищи, начиная от Алханова, Ямадаева и так далее, и так далее. С другой стороны, ямадаевцы очень надеялись на Кадырова Ахмада и думали, что вот он их как политический лидер будет их выводить, потому что они очень много совершили преступления и находились фактически между молотом и наковальней, то есть между чеченским сопротивлением и служили русским, и им не у власти было оказаться не с руки, потому что слишком много они пролили крови. Не то, что не с руки, небезопасно, точнее очень опасно. Смотрите, что нам известно. Кадыров и Пригожин наехали на Генштаб. Генштаб это военные. Соответственно, победа, которая ускользает из рук фашистской России в Украине, она может обернуться реальными репрессиями, наказаниями, увольнениями, это как минимум, и посадками, потому что уже потеряно, я вам только что зачитал, более 62 тысяч уже человек, я думаю, больше, это мы не считаем раненых, потому что есть и 1 к 3, грубо говоря, еще 1100, 150, 180, короче, огромное количество еще и раненых, выведенных из строя русских оккупантов. В итоге, получается, должен за проигрыш ответить Путин или Генеральный штаб. Реально войну ведет Генеральный штаб. И, по идее, им отвечать за все. С другой стороны, Генеральный штаб весь назначается министром обороны, назначается лично Путиным, он их Герасимов там и все такое, вы все это тоже помните, наверное. В итоге ясно, что есть уже открытая борьба, открытое противостояние. То, что ненавидят Кадырова, ненавидят других миньонов Путина, военные, генералы ФСБ, это было известно. Но вот так, чтобы откровенно наезжать, Кадырову можно было убивать чеченцев, но ему нельзя было убивать русских. Ну, русских тоже можно убивать, но обычных русских, там, чиновников, каких-нибудь министров, каких-нибудь генералов, их трогать нельзя было, по идее. Ну, никогда он этого не делал, если вы заметили. Только лишь, если там кого-то конкретно нужно было замочить, там, как Немцова, например. Но Немцова замочил человек, который Дадаев, подозревается, сидит сейчас Дадаев, и Дадаев подчинялся непосредственно напрямую Золотову. Хотя Дадаев как бы якобы кадыровец и так далее. Но и Кадыров тоже является человеком Путина и Золотова. Короче говоря, есть вероятность, что военные, которых сейчас начали гасить, а их будут мочить в сортире не по-детски, будут массовые зачистки, если будет оказано сопротивление, будут они ликвидированы. Военные начали отвечать, начали возмущаться, говорить, что это не мы, это ФСБ виновата. Нам сказали, что военные что воюют, правильно, им ставят задачу, вот надо взять населенный пункт. Если они могут взять, берут, не могут, не берут. Или же, например, им говорят взять Киев, дойти до Киева. Они говорят, это невозможно. Мы растянем все силы там, ну и так далее, и так далее. И нас разобьют потихонечку, там, по чуть-чуть. Ну, им, например, политическое руководство фашистской России говорит, нет, нужно идти до Киева. Доходят до Киева, им говорят, отводите. Или им не говорят отводить, говорят, держите, они отводят. Короче говоря, понятно, что не просто военные принимают все решения. Понятно, что политические лидеры, банда ФСБ имеет на этот процесс огромное влияние. Основное влияние. Они указывают, что делать военным. Соответственно, военные не могут выполнять задачи, которые они физически не могут выполнить, которые неосуществимы их силами и средствами, допустим. И сейчас все сваливается на военных. Военные биты,
армия российская, профессиональная армия российская, которой так гордились, она уничтожена. Уничтожена как 200-ми, 300-ми, так и 500-ми, которые ушли и отказались принимать участие в этой войне. И фактически армии не существует. Но нету той армии, которая бы не существует, конечно, громко сказано, но нет той армии, которая бы могла воевать и захватывать территории в Украине. Но существует армия, которая могла бы легко смести вот путинский режим. Потому что как только они понесли потери, проигрыш в этой войне, они уже знают, что есть проигрыш в этой войне, то эта армия может просто сказать: слушай, Путин, это ты все сделал, ты нас послал на убой, мы выполняли до конца, пытались, держались, хотя по телевизору днем и ночью нам врали, мы пытались как-то выполнить приказ, который передо нами стоял, но его не выполнили. И по идее они правы. Военные на самом деле они всего лишь исполнители. Поэтому главное это же голова, как известно. Возникает вопрос, когда вина сваливается на военных, военные могут, например, взорвать Крымский мост и сказать: смотрите, мы взорвали Крымский мост, это зона ответственности борьба с терроризмом, это зона ответственности ФСБ. Как вариант, я говорю, я пока ничего не утверждаю. И что подозрительно, грузовик, который едет, да, что вот там взрывается человек, это чисто методы ФСБ, когда они потом это представляют как смертника какого-нибудь. Даже, может быть, найдется какая-нибудь группа, которая скажет: да, это мы его отправили, и так далее, и так далее. Даже, может быть, эта группа находится не в России, хотя откуда столько взрывчатки этот грузовик заложили. Плюс смотрите, как они это раскручивают, как они это показывают. Они обычно такие вещи пытаются, просто если получили удар под дых, они пытаются об этом не говорить, там, пока не смогут отдышаться. Пытаются замалчивать это все. Вот как-то так, друзья. Пишите ваши видения, мне интересно и ваше мнение узнать. И, вероятно, идет большая подковерная борьба, и уже не подковерная, она уже открытая. И, вероятно, военные, которые имеют силу, сдрефят, испугаются, не смогут объединиться, и по одному они будут зачищены. Такой вариант, такой сценарий очень даже возможен. Потому что война проиграна, войска придется отводить. Или же брать вот этих мобилизантов, новых мобилизованных, и отправлять на убой. Может, военные отказываются, понимая, что если не выиграла профессиональная армия, отправлять абсолютно необученных людей на смерть, но это очередное преступление, которое любой генерал в любом случае потом вынужден будет за это нести ответственность. А люди, которые были все это время вокруг Путина, вели такие легкие войнушки, в которых с них спросить никто как бы и не собирался. И есть такая вероятность, что сейчас они уже очень богатые товарищи, все генералы Генштаба там и так далее, они еще те коррупционеры, конечно же, никто о России не думает. Но вот есть вероятность, что они все равно не посмеют и просто ФСБ их зачистят. Либо же это драчка не просто между ФСБ и военными, или там между Путиным и военными, а драчка между группой ФСБ и группой военных генералов против Путина. То есть патрушевцы против путинистов. Ну, в любом случае мы обеим сторонам желаем удачи их нелегкой борьбе и чтобы обе стороны победили. Ну, посмотрим. Давайте ваши думки, я тоже с удовольствием почитаю и отвечу на ваши вопросы.
Так, друзья, еще раз напоминаю, распространяйте ссылку. Спасибо, что ставите лайки. Распространяйте ссылку. Лайки тоже, говорят, помогают продвижению, чтобы больше TikTok рекомендовал наше видео. И постарайтесь сейчас вот все, кто сейчас есть, хотя бы в одну группу закинуть ссылку на наш стрим, чтобы как можно больше людей нас увидели. Заранее вас благодарю. Так, ФСБ это выгодно, говорит, Виталон. Вот Виталон, у меня вот есть немножко тоже вот в вашем направлении мысли. Значит, мы уже не одни. Ассаламу алейкум, Савижи. Ва алейкум ассалам. Керикат. Может, шофер сам не знал, что везет? Может быть, Ильяс, может быть. Подводным дроном взорвали. Нет, нет, взрыв происходит, Виталон, на мосту прямо. Я очень внимательно пересматривал это видео. Прямо вот на мосту произошел. Не дым потом уже, когда все рассеивается, а дым все, угольки, которые разлетаются, они выходят не из-под моста, а они над мостом. И ясно, что или прилетело, или взорвалось. Но прилета не видно. И большая вероятность, что все-таки это была машина. И вот эти видео, которые сразу же нам показали, которые вот как грузовик едет и так далее, такие вещи они сразу же засекречивают. Они могли этого не показать. Значит, еще этот мост, как и убийство Ахмада Кадырова, которого взорвали в городе Джахаре, бывшем Грозном, на стадионе Динамо, произошел в так вообще очень сильно охраняемом, напичканном просто российскими спецслужбами и военными городе оккупированном нашей столицы. И сам этот аэропорт, этот сам стадион очень сильно охранялся ФСБ. То же самое с этой взрывчаткой. Даже если это был бы какой-нибудь украинский смертник, да, который решил пожертвовать собой, он должен был договориться с теми, кто стоит на этом мосту и проверяет. Соответственно, все, кто на этом мосту стоит, они будут подвергнуты репрессиям. Почему пропустили? Потому что специально для этого, чтобы грузовик не заехал со взрывчаткой, есть специальное оборудование на материке перед заездом на мост. По крайней мере, так говорят об этом. Я ни разу не ездил по этому мосту, поэтому сам лично не видел всего этого. Вот какие-то интересные вещи. Давайте обсуждать. Слава Украине, брат. А что скажешь о Зелимхане с ОПГ? Героям слава. Зелимхан ОПГ. Я не знаю, о ком ты говоришь. Что такое Зелимхан ОПГ? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Привет, привет, Ксения. Ассаламу алейкум. Расскажи нам про деньги нацвалют ЧРИ. Возможно. Данкишон. Ва алейкум ассалам. Один. Ну, деньги наши лежат. Я слышал, что они находятся в банке в городе Мюнхене или Франкфурте, ну здесь в Германии. Деньги называются нахар, нахарш, если во множественном числе. Ну вот что я могу сказать. Маленькие, похожие немного на доллар американские. И одновременно по размеру, которых я видел, они были похожи на советские рубли. Именно вот размером таким, не меньше долларов. Ну, мне показалось, по крайней мере, что они меньше доллара. Ну, так больше ничего пока не могу сказать. Основное влияние на этот конфликт и то, что мы сейчас имеем, это привел к всему этому. Это да. Маш мокш ойл дал си дуэль асан. Дерес хошу ойл маш мокши. Браво. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Еще раз повторите, или я уже ответил. Ладно, ребята, всем хорошего вечера. И тебе. Не подкидывай им идеи, он до сих пор ничего не сказал. А ты кому, бравер? Какие идеи? По поводу взрыва моста? Так, я понимаю, ответа нет. Да, быстро вообще тут выводы делают люди. Так, друзья, распространяйте ссылку. Пытаюсь украинцами привить Астаны.
пышаюсь украинцев. Так, привет, Астана, привет. Когда пойдем на Грозный? Момент. Так, а так кто же его взорвал? Не знаю, Кирилл. Я вот не могу сейчас пока вам сказать, кто взорвал. Есть определенные... Вначале, конечно, первое, что пришло в голову, мост взорвали наши, ЗСУ. Ну вот возникают вопросы, которые немножко эту версию ставят под сомнение. Было бы хорошо, если бы нам ЗСУ сейчас точно, однозначно заявил бы, что мы имеем отношение к этому или не имеем. Как обычно они говорят, там не комментируем, там и так далее, кто-то покурил и так далее. Но было бы хорошо, если бы мы однозначный ответ получили. С другой стороны, смотрите, если этот мост взорвали не ЗСУ, а если взорвали, например, военные, чтобы наехать на ФСБ, сказать, вы мост проворонили, вы ничего не можете проконтролировать. А мост это там одно из связующих важных объектов, через который будет поставляться и железнодорожный мост, и такой, через который будет поставляться вооружение там, и так далее. И это основание военным сказать, смотрите, у нас нет подвоза, нет возможности, поэтому мы вынуждены отступить там и так далее, и так далее. С другой стороны, военные могут сказать, смотрите, вы, ФСБшники, не могли охранять мост, вы не можете тут контролировать и так далее, и так далее. Вы там все испортили. Если сейчас ЗСУ скажет, допустим, что это не мы, то их подозрения друг на друга, да, любой, кто взорвал этот мост, он является фактически врагом России. Это мы должны понять. Ну, врагом России являются как Путин и банда ФСБ, мы в этом тоже не сомневаемся. Это не значит, что, как в той поговорке, враг моего врага мой друг. Нет, враг моего врага тоже мне враг в некоторых случаях. Поэтому может быть, что взрыв осуществили военные, и если на них будет указано однозначно, что это они, да, ЗСУ, например, скажет, что это не мы, то ФСБ может сказать, вы совершили военное преступление, там антигосударственное преступление. И зачистка может начаться очень серьезная и большая. Так может произойти. Но если сейчас объявятся какие-нибудь исламские братья, которые скажут, ну, которые, например, находятся в России или в Украине они могут находиться, что тоже имеется, тоже понимаете, что у русские победить, скажем так, наше сопротивление удалось, внедрив нам религиозные различия, и эти религиозные противоречия, которые возникали, искусно подогревались их агентурой, которая и возглавляла иногда вот это религиозное течение, то или иное. Понимаете мысль? Поэтому они специалисты. Там, ИГИЛ, например, это тоже детище ГРУ и ФСБ. Ну, там очень все очень повязано кровью, общими вот этими террористическими действиями и так далее. Поэтому не знаю, что, ну, подождем, что скажет ЗСУ, конечно же. Было бы хорошо, если бы нам сказали сейчас честно. Но если у ЗСУ есть какие-то свои планы по этому поводу, или это делало ЗСУ, то, конечно же, мы это можем не узнать, потому что у ЗСУ свои планы, и мы будем поддерживать в любом случае ЗСУ. Так, давайте посмотрим. А может взрыв фуры обрушить сразу 2 пролета? Да, конечно, Семен Рябянин, конечно, мог обрушить, но или не хватило взрывчатки, или же по какой-то причине, видимо, мост оказался более сильным, чем тот взрыв, который мог его разрушить. А так, конечно же, если можно разрушить один пролет, то почему нельзя разрушить и второй? Нужно было уложить. Мне что интересно, взрыв произошел специально рядом с этим поездом, вот с этими цистернами. И почему-то эти цистерны стояли.
Вот я смотрел, но мне не показалось, что они движутся. Они были в левом верхнем углу видны на одном из видео. И они, мне кажется, они не двигались, они стояли. Ну, может быть, я ошибаюсь, может, они и двигались. Поэтому вероятно могло произойти то, что они стояли, кто-то подъехал и самовзорвался, или же кто-то нажал кнопку и взорвал эту машину. Но, опять же, я склонен считать, что взрыв был все-таки эпицентром был сам грузовик. Водитель не знал, это ФСБ, Аллаху Акбар, Крымчак. Может быть, я думаю, что, ну, смертник, я понимаю, что взорвалась, если мы понимаем, что взорвался грузовик, то, соответственно, человек, который у него сидел, он должен был или знать, или не знать, как понятно, да? Ну, то, что человек добровольно взорвал бы себя вот в этом положении, я не думаю, что есть какие-то там такие... Вот смотрите, я исхожу из человека, который принимает решение, из мусульманина, который принимает решение дать своему подчиненному приказ и пойти взорваться. Да? Человек психически нездоровый может сказать, все, я взрываюсь там, и легко отдать там жизнь свою. Мы это часто видим, когда люди взрываются в школы, там еще что-то делают. Такие люди есть, это факт. И спецслужбы очень хорошо умеют их из толпы, особенно из социальных сетей, находить и обрабатывать их иногда годами, чтобы подводить их под ту или иную свою акцию. Но это не одиночка должен быть, потому что у него должен быть грузовик, это должен быть состоятельный человек, это не просто взять машину на прокат и задавить там, или взять у отца ружье и пойти в школу убивать детей. Это грузовик, это человек должен уметь набить его взрывчаткой, эту взрывчатку нужно откуда-то достать и проводить акцию, которая выгодна украинцам, ну, соответственно, это как минимум какой-то отряд, какая-то группа должна быть. Если есть эта группа, то есть командир. Если есть командир, то я не считаю рациональным любому мусульманину за просто так погибать человеку, если речь идет о мусульманах, если это был мусульман, мог быть и украинский боец. Ну, такие, пока мы за украинцами не видели, мы видели только вот за исламскими, мусульманскими бойцами такие вещи, самоподрывы и так далее, и так далее. Я уже не говорю там взрывы там каких-нибудь там рынков и так далее, именно что вот когда пытаются нанести вред именно как военной машине, государственной машине. Поэтому очень подозрительно все это, очень подозрительно. Ну, давайте будем наблюдать и давайте обсуждать. Как говорится, в споре рождается истина. Но пусть будет грузовик, главное, что военный объект демилитаризован. Так, маршал Бомуцкий, Братвагер, Астан Делер, Салам маршал Холь. Уверен, ФСБшники сами взорвали. Так, Сулим, на чем основывается твоя уверенность? Відповідь буде пізніше. Так, ассалам алейкум. Мост взорвали повстанцы Крымлы. Вот есть такая. Откуда, Абдулла, у тебя такая информация? Скажи, пожалуйста. Такая история, как в Волгодонске. Похоже очень, Мумин. Очень похоже, кстати говоря. В Волгодонске тоже, помните, карачаевцы, которые тогда обвинялись в этом взрыве в доме в Волгодонске. Это 99 год, когда банда ФСБ окончательно приходила к власти, захватывала полностью власть, хотя она была и так у них. Тогда водитель грузовика поставил грузовик рядом с жилым домом и отошел куда-то поспать или погреться и так далее, зашел куда-то. И в этот момент произошел взрыв. Этот водитель был задержан, потом осужден. Но именно такой момент был. Этот человек не знал, что, или он знал, что у него там взрывчатка или что-то, или не знал, что вообще у него что-то взрывчатое в машине есть, но его использовали в темную. И вот то, что ты говоришь, Мумин, это очень похоже, если исходить из того, что за этим стоят русские спецслужбы. Они уже сказали, что это они. Кто они уже сказали? Крымлы сказали, что это они. Машину проверяли на блокпоста, и взорвалась она возле вагонов с топливом. Не случайность. Да, Сулим, это правда.
Ошаген Мауэл. Видел видео, там сильная волна за полсекунды до вспышки. Ну, не знаю, что сказать. Поезд так резко не мог остановиться, хотя бы 200-300 метров. Ну, значит, он стоял, да. Тогда вот эти... я там не видел самого головного вот этого вагона, да, тягача, электровоза или кто там, как он называется. Видны только цистерны стоят, и они загорелись. Может быть, хотели взорвать все, полностью все уничтожить. Ну, посмотрим, будем наблюдать. Столько разрушений, убийств, ничего удивительного. Малейкум салам, малейкум, малейкум. Бог накажет, обязательно за богохульство. Конечно, накажет, всех накажет. Бог всех накажет и вознаградит. За хорошее и за плохое. Да, это, конечно, правда. Так, друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Я оделся. Вот он. И распространяйте ссылку на наш стрим. Напишите, что вы знаете, что вы думаете по этому поводу. Вообще, напишите, кого вы больше подозреваете, чтобы мы хотя бы могли ориентироваться. Русские или ЗСУ? Вот напишите, русские взорвали или ЗСУ? Ва алейкум ас. Чечане. Анзор Чечане. Ва алейкум салам. Чё, тигренок? Вышел ты. Отправляет Олег. Всем спасибо за лайки. Хамды моги умадать. Борода тебе больше подойдет. Да? Спасибо за совет. Спасибо. А для чего не скажешь, больше подойдет? Слава Ичкерии, дякую, друзі. Артур, героям слава. Вітаю, Україна. Чечане то. Путин спасет своим команду миллиарды. Спасает. Говорят, так. Вот еще тут гибнюки к нам зажаловали. Не нравится им, когда мы стримы проводим. Приедь к нам в Якутию и скажи, кто бьет кого. На тебя наденут праздник переселенец. Иди сюда, я на тебя надену. Иди сюда. Потому что это ваджиб. Без бороды ты не чеченец, говорит Мадина. Мадина, ну ладно, пишут мужеподобные товарищи мне, бородатые, что мне что-то идет или не идет. Но ты же скромная чеченка, ты не должна вообще говорить про бороды, мужчиной общаться, раз ты уже определяешь кого-то чеченцем и не чеченцем, тебе, наверное, не пристало мужчине сидеть и обсуждать его бороду. Тебе нужно быть скромной чеченской девушкой, или женщиной, или бабушкой, кто-то, или там мужчина под ником Мадина, кто тебя знает. Это российский почерк. Мы, чеченцы, не раз столкнулись с этим. Мумин, твоя уверенность внушает мне уверенность. Так. Гибнявая шваль. Так, Путин и Кадыров мои братья, говорит. Алекс БМВ. Нет, они тебе не братья, Алекс. Они тебе бояре. Ты холоп. Не надо подмазываться. Ты никто. Тебя звать никак. У тебя нет ничего. Твоя страна, которую твои отцы, бабушки, дедушки там много лет работали, не имея никакой собственности, Кадыров с Путиным приватизировали. Ты холоп. Ты никто, ты ноль. Поэтому братьями им не нужны. У него есть свои братья, свои друзья, там свои какие-то компаньоны. Ты просто шнырь. Поэтому пиши так: Путин и Кадыров ты их шнырь. Вот так напиши. Или ты их холоп напиши. По крайней мере, будет честно. И тогда я буду уважать. Даже за то, что ты их шнырь, я буду тебя, холоп, буду больше уважать, чем ты будешь мне нагло лгать, что они тебе братья. Нет, не братья. Я нахожусь дома на своей земле, в отличие от себя. На какой земле ты находишься? В Якутии? Это твоя земля, что ли? Я не понял. Ты якут?
Мадина, зачем тебе борода? Да, кстати, Амир, я не знаю, зачем ей борода. Моя причем. Так, до поры до времени. Ты чечен, акцент по-любому ваш. Стопроцентный причем. У Кадырова тоже борода, да? Тут ты не прав, я девушка. Но черт вас знает, кто вы там, любители моей бороды. Тебе бы самой определиться, Баря. Да-да, Фрия Хайландер. Так, на днюху коротышки подорвали, дело. Тебе бы самой определиться. Так ты против Кадырова? В смысле против Кадырова? А что, есть нормальные люди, кто за Кадырова? Я не холоп, я в Германии живу. Ну ты, холоп, может жить где угодно. Ты же, братьями ты точно не можешь им быть. Ты и холоп, понимаешь, добровольный холоп. Не насильственный, просто холоп. Ну что поделаешь, так бывает иногда. Ставим лайки, репостим эфир. Да, да, Амир, присоединяюсь к нему. Шойгу подорвал. Не знаю, Шойгу или нет, но все может быть. Так, здесь человек с ником Ахмат Несила, огромный большой провокатор. Он ходит, я уже заметил его этот ник, он везде пишет про меня разные гадости, что я там агент, там еще что-то, и потом задает какие-то провокационные вопросы. Причем ник у него Ахмат Несила, типа он против Кадыровец. На самом деле я убежден, что это абсолютно прокадыровский чувак, потому что ну или клинический парень, да, клинический случай, который на меня постоянно пишет, и не хватает наглости потом заходить и меня что-то спрашивать. Где ты живешь? Я не могу раскрыть тайну, да. Немцов точно говорил, как в воду глядел. Асан совошвон, ночи, нох. Китерсу Амир, китерсу машой. Почему среди всех этих флагов нет флага ингушского, братский народ, который был всегда рядом? Хороший вопрос, хороший. Надо, кстати говоря, повесить будет. Но это российские флаги. Я просто, наверное, из этого исходил. Все, что связано с Россией, российские флаги, я отторгаю это. Да. Вот Ингушетия станет независимой, обязательно повешу тогда. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Балауди сила, Берланд сила. Слава Ичкерии, героям слава. Канада приветствует. Алекс БМВ, смотри, Рамзану и тебе я в лицо скажу, конечно, я же не прячу лицо, я тут открыто говорю. Приезжай и ты, и Рамзан, я каждый раз это говорю. Приезжай, и я скажу и тебе, и ему это в лицо. Я знаешь, чего удивляюсь? Я удивляюсь, что такие русские позиционируют себя какими-то великими, мощными, сильными. И почему-то вы прячетесь за Рамзана Кадырова. Неужели у вас на 90 миллионов россиянцев, русских, которых проживает там в фашистской России, не нашлось одного русского мужчины, за которому вот сказал, вот Пригожин к тебе приедет, вот ты скажи это там этому, кто у вас там этот, Патрушеву, там, вот ну, такие что-нибудь, ну посерьезнее что-нибудь, чем Рамзан. Мне просто стыдно за вас. Просто вы ватники, вы фашисты русские, имперцы, именно имперцы и фашисты, не про всех русских говорю. Мне за вас стыдно. Прячетесь за толстой рожей Рамзана Кадырова. Ну, будьте мужчинами, в конце концов. Будьте мужчинами, да. Хотя, какие вы мужчины, да. Это война путинская, говорит. А Чечня стала независимой. Чечня оккупирована, но флаг у нас есть, конечно, стало. Мы получили все, что могли получить. Юридически мы сделали все, мы даже победили. Мы даже победили Горбаков. Но потом силы были неравные. Кавказские народы не восстали вместе с нами. И 1 миллион против 90 миллионов, когда весь мир нам мешает, и предатели еще среди нас, это, скажу тебе, нелегкая задача.
Так, чек болуш бу итвам, итбе болуш ба. Так, Ахмад не сила, вали отсюда, а? Ты провокатор. А сам почему ты говоришь, черт знает, это же ширк, ты же считаешься муслимом. А ты считаешься, Рембрандт, муслимом? Черт знает, это такое выражение, которое ничего не значит. Я не имею в виду никого конкретно там черта, это просто в обороте речи. Я даже не заметил, как я это сказал. А ты считаешься мусульманином и мужчиной, который пытается меня публично укорять, насколько я муслим, или там даже сомневаться в том, что я муслим. Да, считаешься, говоря это, спрятавшись за ником, не делая ничего человеку, который что-то делает, открыто, публично. А ты считаешься? Мне кажется, ты не считаешься. Или все-таки считаешься, а? Большой салам из Казахстана. Большой салам, Казахстан. Ассаламу алейкум ва раматуллахи ва баракату. Конечно, Чечня независима ни от кого. Так, Эрвосу Адикюэль. Давай, Мумин, да, эту боль. Привет из Днепра. Витаю, Днепр. Если казахи было 100 миллионов, ваши чистокровные чеченцы это Ичкерия, Аллаху Акбар. Привет, привет, Лена. Нельзя религию трогать. Тут не о религии речь. У России больше половины земли оккупировано, и то не вмещается, дальше идут. Если делает наставление, прими это же ахира. Рембрандт, мне, знаешь, вот эти вещи ваши, они меня уже раздражают, если честно. Вы, спрятавшись за ником, ничего не делаешь, прикрываетесь религией и делаешь мне наставление. Ты кто вообще такой? Может, ты вообще не мусульманин делать мне наставление. Может, ты меньше меня разбираешься в исламе. Может быть, ты просто ГБшный какой-нибудь провокатор или психически нездоровый человек. Но если ты чуть-чуть интересуешься религией, она нам говорит, что ты не можешь человека делать наставление, укоряя его, пытаясь принизить его или оскорбить его. То есть публично ты это не можешь делать. Ты это должен мягким, нежным, доходчивым голосом объяснить, что смотри, брат, ты можешь понести такое-то наказание в судный день. Один на один, ушко мне, понимаешь? А сидеть там, поглаживая бороду, если она у тебя есть, наставлять там какого-то там человека, который что-то там рассказывает, ну, мне кажется, не совсем серьезно. Тебе так не кажется? Мусульманин, да он. Аслан, от религии затягивает, мавайтла, игнорирует уж любой сюк халва. Амир Волшухон. Раб, который не хочет освобождаться, заслуживает двойного рабства. Да, совершенно верно, Баран. Как говорил Джахар Дудаев, как вы его процитировали, раб, не стремящийся выйти из-под рабства, заслуживает двойного рабства. Именно так. Блокируйте таких и все, да. Рембрандт, ты меня не задел. Просто ты начинаешь мне публично рассказывать, что я какой-то ширк делаю, еще что-то делаю. Захожу в ислам, выхожу в ислам, сомневаешься в моем мусульманстве или не сомневаешься. Это же не твое дело. Я могу быть кем угодно и говорить там что угодно. А это твоя задача, если ты хочешь наставление сделать. Сказать это мне один на один в личку, чтобы я не отторг это, да, если это, что ты же мне на пользу, ты же ради меня это говоришь, правильно? А не ради того, чтобы показать, какой ты весь такой мусульманутый. Я знаешь, сколько таких, как ты видел. Вот с такими бородами у меня деньги в долг забирали люди, и я потом бегал за ними, клялись Аллахом. Да. После этого я потерял веру в бороду. Хотя в первые разы она меня обманывала. Вот вы кадры, да, некоторые, да. Ваша, ты в курсе, что про тебя пишут, что иноагент? Иноагент, что ты имеешь в виду, ЦВС? Иноагент, про меня в России пишут, что я иноагент.
Я как понятие Сатислинского. А как понятие Сатислинского? Я, знаете, я вот в эти понятия их, в эти сосетлинские, какие-то там товарищи, которые безбедно очень хорошо себя чувствуют в разных местах, вообще не интересуюсь и не важно. Это россияне. И вот они под видом религиозного соуса к нам лезть никто не должны. У нас есть своя демократическая правовая конституция, свое государство. И с россиянами, даже самыми ближними, там, ингуши не в счет, потому что у нас отдельная с ними история, остальные все остаются россиянами, для меня лично, потому что слишком печальный опыт у нас большой был, слишком просто, уже обойти его невозможно это. И эти люди, которые говорят про религию, да, они не говорят про деоккупацию, про военные преступления, они говорят, не ходите на митинги, там вроде бы такие правильные вещи, которые реально есть в Коране, в исламе говорятся, но одновременно тебе говорят, что все люди на земле мусульмане братья, когда никто на земле мусульмане друг другу не брат. Нас признает христианская Грузия, но почему-то ни одна мусульманская страна нас не признает. Нам помогает, там, например, западные страны принимают огромное количество беженцев, но почему-то мусульманские братья нас не принимают беженцев. Нас убивают в Берлине, и немецкая христианская, или, как говорит Путин, кефирская власть, например, дает пожизненно убийце Зелимхана Хангашвили. А Катар, мусульманская страна, которая по приглашению принца Катара находился, по приглашению самого принца. Зелимхан Хангашвили по приглашению Меркеля здесь не находился. Выдает убийц Зелимхана Яндарбиева, экс-президента. Поэтому вот эти все разговоры, которые нам навязываются разными вот этими товарищами, Сосетлинский, Масетлинский, они мне вообще не интересны. Я их вообще считаю россиянами. Любой россиянин для меня, он россиянин. Есть хороший, конечно, россиянин, но в основном это россиянин, который, если не топит, распылять силы, например, там, не говорите это, не ходите на митинги, что там они еще много чего говорят. Но обо всем говорят, кроме военных преступлений, кроме ФСБ, кроме убийства массовых людей. Вот кроме этого, обо всем они говорят. И про жен вам расскажут, и как вам жениться, и сколько вам детей делать, как вам молиться, как руки держать. Все они вам расскажут. Но на этом как бы наши проблемы постгеноцидного чеченского народа на этом не заканчиваются. Меня не надо учить исламу, меня не надо. Если мне надо, в свое время я учил, читал и арабский, изучал, и намаз, и все остальное, и Коран весь прочитал, и все, что мне нужно. И на русском у меня здесь лежал Коран. Сейчас, видимо, переложили. И знаю, что в Коране пишется и говорится и так далее, а вот разные вещи, что мне нужно превратиться в какого-нибудь там проповедника, стать там, нет, у меня другая задача, я правозащитник, поэтому я не слушаю разных этих товарищей. Кстати говоря, и чеченцы тоже у нас такие же, как эти сосетлинские есть, ну, сосетлинские-то хоть какое-то есть образование в этом направлении, имеет представление, о чем говорит. Хотя он и не делает ничего для деоккупации своей страны. Ладно, мою оставит, никто не должен лезть в мою страну. Как нам делать, что нам делать, нам никто не должен указывать. Но свой Дагестан, там, еще что-то там, нужно на это работать в этом направлении. Но работы такой я не вижу. Я вижу, как разводиться, как жениться. Да, ну, хороший семейный психолог, например, там, который может рассказать, как в исламе нужно жениться или разводиться. Ну вот и все. Как-то так, да. Так, любая вера говорит о том, чтобы относиться к людям, как бы хотели, чтобы относиться к тебе. Абсолютно, Лен, абсолютно так. Саваш, как считаешь, когда Чечня освободится от тоталитарной власти? Я очень, Юзер, надеюсь, что в следующем году мы с тобой будем дома, в нашей свободной Ичкерии. Чукотки, Аламас, Дори, Антхайшентов. Путину война надоела, и он, походу, решил потихоньку сдаться.
Я думаю, эта война может очень затянуться, да. Селем from Albania. Салам, Албания. Совершенно верно, говоришь, Воша. Вот они и говорят, не идти воевать за Россию. Да, но они говорят, и за Украину тоже не идти. Ошибаешься про этих людей. Ты забыл про Хаттаба, который был во время второй кампании. Так, Рембрандт, ты можешь проходить, с тобой уже все мы обсудили. Грузия первым признала Ичкерию. Грузия, безусловно, будет за Ичкерию. Кстати, Рембрандт, вернусь я к тебе, Рембрандт. Хаттаб, без сомнения, конечно, был воином, хорошим воином. Не знаю, с какими спецслужбами он взаимодействовал. Но я могу сказать тебе, что Хаттаб сражался. Это был солдат. А вот эти пропагандисты, которые сами не сражаются, а забалтывают, скажем так, тему, это немножко не то, я скажу. Человек, который... Есть солдаты, которые воюют ради войны, им нравится это дело, им нравится сражаться и получают от этого дозу удовольствия, а есть люди, которые идейно идут, даже может им это не нравится, но они идут на эту войну. Поэтому если же человек идет помогать бедному, все зависит от его намерений, все, что у него в душе, в сердце. Если он идет помогать бедному чеченскому народу, то Всевышний воздаст ему за это. Если есть какие-то другие причины, Всевышний об этом тоже знает, и за это тоже ему воздастся. Арабы убивали праведных халифов, о чем дальше говорить смысла нет. Да. Их используют и все. Сулим. Ну, арабы убивали праведных халифов, арабов. Поэтому это чисто их внутреннее дело. Арабы не святые, как многие думают. Среди них очень много христиан. Ну, я за то, что они христиане, они не становятся ни святыми, ни святыми. Как и за то, что они мусульмане становятся святыми. Нет. Человек может быть не мусульманином и быть абсолютно такой приближен к Богу, который живет ради того, чтобы помогать людям и отдают жизни так, рискуя. Как, например, как пример можно Анну Политковскую вспомнить. Но ни арабы, ни чеченцы, ни кто-либо другие, да, конечно, святых нет. Да. Так, что касается Грузии, они считают чеченцев своими родными. Ну, я согласен с этим. Мы с грузинами очень-очень близкий народ. Неправда. Костецкий призывает не идти воевать за Россию. Это не муслимов война. Ну, пожалуйста, Костецкому идите туда, пожалуйста. Я просто вы спросили мое мнение, я сказал. Я не сказал, что он призывает идти воевать за Россию. Он сказал, что он может что угодно говорить. Это для меня не существует таких людей. А правильно ты говоришь, Аслан, доверия нет никому сейчас. Да, мы доверяем только себе, чеченцы. Мы выводим чистый круг, где есть абсолютно надежные люди должны быть. И мы так и должны идти. Аслан, тебя увели от главной темы. Да, они это умеют. Иса, я к тебе везде подписываюсь. Мне нравится твоя трансляция. Я типичная ичкеристка. Канада. А кто такой Иса, скажи мне? Меня зовут Аслан, если обо мне речь. Канада. Ну, я тебе рад в любом случае, хоть ты меня Исой называешь. Салам алейкум, алейкум ассалам. Даг 05. Единобожие главное, Есим Схан. Ну, никто же не спорит. Никто же не спорит, что единобожие главное. Для верующего человека, да, нужно добавить. Для верующего человека это единобожие, оно главное. Потому что есть люди неверующие, и для них это не главное. Поэтому, ну, а что мешает все остальное? Ты верь в единого Бога, единобожие, только же это обозначает. И христианская религия, и иудейская, и мусульманская говорит об единобожии, монотеизме, едином Боге говорится. Это ж тебе не мешает развиваться, строить государство, развивать медицину, проводить там выборы. Не нужно же для этого возвращаться в халифат, там, где есть какой-то халиф, который сидит на Лубянке и управляет тобой. Зачем это нужно?
Мне кажется, это не нужно. Но нам, чеченцам, точно не нужно. Хороший пример про Политковскую. Да, и она не одна, я вам скажу. Есть такой Борис Стамахин. Этот человек живет в Украине сейчас. Он атеист. Иногда он даже, я бы сказал, воинственный атеист. Да, и из-за большого уважения к чеченцам он так сильно не воинствует. Но иногда у него такие вещи проскакивают, что мне, например, очень не нравится. Но я могу сказать, что этот человек, будучи атеистом, разделил всю участь, единственное, он остался живых, всю участь чеченского народа. Он с нами вместе все это пережил. И сейчас он находится в очень тяжелом финансовом положении, отсидел 10 лет, 12 лет, сколько там, в тюрьме отсидел. Здоровье убито напрочь, он там получал травмы, пытался сбежать, когда его задерживали, там упал, выпрыгнул с балкона там, и так далее, получил травму, сейчас хромает, инвалид. Этого человека я уважаю, хотя у меня есть претензии к нему, я ему их корректно высказывал по поводу его таких ярых таких антирелигиозных его взглядов, высказываний его таких. Я этого человека уважаю больше, чем некоторых бородатых, которые там, не знаю, пятно на лбу имеют от того, что они много молятся. Но они ничего ровным счетом, никакой пользы не приносят ни чеченскому народу, никому вообще. Я считаю, что Борис это наш войнах. Так. Aslan şu tiga maç del çok terdu. Hunda maçı maçsa del. Titsk örs, titsik bära. Ne da golç mekşdet diyor. Так. Слава Украине, свободу Ичкерии. Ты еврей? Ответь, говорит. Нет, я вот смотрите, у меня здесь, смотрите, чей флаг. Я чеченец. Я не еврей. Мы обсуждаем не религию духовную, а политику материальную. Знаете разницу? Да. Слава смелым, мудрым людям. Аминь. Есть еще француз-парламентарий. Да, есть. Оливье Дюпюи. Обычно очень воинственные атеисты в конце концов приходят в религию. Немало таких людей знаю. Но мне кажется, вообще быть атеистом, мне кажется, это нет большого ума, я скажу так. Человек или на Бога обижается, что-то у него в жизни произошло, он решает, все, я скажу, что нет Бога. Или человек не очень далекого ума. Это мое мнение, как верующего человека. Я не могу допустить, что здравомыслящий человек может считать, что вот это все, что происходит на этой земле, от рождения, от событий, от всего-всего, от планеты, галактики и вообще смысл нашего существования, если нет Бога. Это не может так происходить. Просто не может. И мне Бог являлся в знамениях, не в смысле сам явился, а я был в ситуациях, в которых не может быть выхода, по крайней мере, живым. И все разрешалось, всякое бывало. И не только вот такие критические ситуации, когда тебе Бог дает знать, что Он тебя не оставляет. У вас какие проблемы с евреями? Ненавидите тогда и пророков, большая часть которых из них. Да, Сулеми Арцауш, Айнон Суих Целцек. Да, это, здесь, смотрите, здесь антиукраинофобия, антиукраинизм, антисемитизм, антиамериканизм запрещены на этом канале. Пожалуйста, если вы не хотите, чтобы вас банили, не несите тут чушь просто. Allah del ahilerin sen şiir koyat. Değeriyat değer mula. Değer mula. Так, друзья. Ну что вы думаете, кто взорвал мост? ФСБ? Это психологическая борьба, когда человек
отстаивает атеизм, обида на несправедливость в мире. Да, это правда. Идет информация, что в Москве введена Росгвардия, идут аресты военных. Какая у вас информация? Опа! Как раз Керри Влад. Об этом как раз я и говорил в начале нашего стрима. Идет Росгвардия, это вооруженные силы ФСБ. Игорь Ихор, как относится к Тузику, к агенту российских спецслужб отношусь отрицательно. Давно уже сказал. Росгвардия, аресты идут военных. Да, ну все, зачистка идет, значит. Значит, этот мост, ну еще к мосту мы вернемся. То, что у них идет противостояние, есть и ГРУ в пролете. Мне тоже кажется, у ГРУ, у военных сил намного больше, чем у ФСБ. Хотя Росгвардия, именно так они могут. Но военные-то и технику имеют, и все остальное. Они могли бы дать отпор. Но, по всей видимости, им не хватит духа. Им не хватит духа. Им не хватит духа. Я так думаю. ФСБ зачистит. Акции Кадырова вырастут, и Пригожина, конечно же, они станут более весомыми, именно в федеральном смысле. Хотя, конечно же, они останутся миньонами Путина до конца своих дней. Асан, как думаешь, ударят ядерным оружием? У меня несколько раз менялась позиция по этому поводу. Вначале я думал, ударят, потом не ударят, потом ударят. Сейчас я все-таки склонен считать, что они не ударят. Не ударят. Могут провести испытания, могут применить химическое оружие, даже могут взорвать атомную электростанцию. Но вот чтобы вот нанести ядерный удар, что вот мы применили, чтобы однозначно было понятно, что это применил Путин. Потому что самое ценное, я из чего исхожу, почему считаю, самое ценное, почему я так считаю, самое ценное в России – это жизнь Путина. 90 миллионов россиянцев не стоят этой жизни. И Путин задействует, пожертвует этими 90 миллионами, чтобы хотя бы один день лишний прожить. Поэтому он не возьмет на себя такую ответственность. Вот мне кажется так. Но это не исключает и химическое оружие, где-то там какой-нибудь террорист сделал, там взрыв какой-нибудь там атомной электростанции, еще чего-то. Но хотя все больше и больше, опять же, и американские спецслужбы начинают об этом очень уверенно говорить, чаще говорить. Они не говорят уверенно, что он нанесет, но вот уже начали говорить, уже опасаться. Я считаю, что Владимир Зеленский прав, и не нужно ждать, пока они применят. Я эту мысль озвучил и до Владимира Зеленского, и я еще раз подтверждаю ее, говорю, что не надо ждать, пока они нанесут удар по Украине. Если Запад, страны НАТО не хотят сами наносить этот удар, то ядерное оружие нужно передать Сбройным силам Украины. То самое ядерное оружие, которое они я думаю, измене того руководства Украины, предательстве того руководства Украины, отдали это оружие, понадеявшись. И раз и Великобритания, и Соединенные Штаты, и Россия гарантировали, и они выполняют свои обязательства, кроме, соответственно, России, если уже та страна, которая гарантировала Украине защиту, в случае, если откажется она от своего ядерного арсенала, второго по величине в Советском Союзе после РСФСР, я думаю, нужно дать Украине эту бомбочку, 1, 2, 3, 5, с условием, если там что-то там как-то, если, например, не придется применять это ядерное оружие, то это ядерное оружие просто Украина вернет. И вот на таких условиях хотя бы. Ну, посмотрим. Так, точно не ЗСУ и США. Ну вот, Ихарь, я тоже думаю, что это не наши все-таки. Салам алейкум, алейкум салам, дерзкие. А ты кем проплачен? Никем, за бесплатно вас мочу, никем, уже же говорил много раз. А не ударят. Мне тоже кажется, не ударят. Ну, посмотрим.
Я считаю, что они ничего из этого не сделают, потому что слишком высокая цена будет для них самих потом. Так, тут какой-то пишет, сразу можешь мне задать. Это еще там мужик там туда-сюда с сердечками ник. Так, с большой долей вероятности может быть удар грязной бомбы. Михаил Изра. Ну, я не знаю. Думаю, мы сейчас гадаем. Все мы гадаем, что придет в голову Путину. Я считаю, что вот я объяснил почему, что он побоится взять ответственность на себя. Украине уже можно будет ядерной сброй за 7,5 месяцев. Для этого нужно просто вот отсюда, с Германии, например, она у нас здесь в где она, в Рамштайне, что ли, находится, не знаю точно где, но здесь в Германии есть ядерный арсенал американский, натовский, его можно легко переместить в Украину, отдать ключи от машины Залужному, сказать, Валера, если не понадобится, вернешь, короче. И все. Я думаю, это очень успокоило бы путинских террористов. Ну, я думаю, еще не вечер. Еще не вечер, да. Немец. Что насчет помощи палестинцам? В смысле, немец, ты считаешь, мне надо им помогать? В чем я должен им помогать? Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Ва алейкум салам. Так, друзья. Дикнулся ума дать, Франц, все отлично. Да, не говори, Амир, нам бы так ООН помогал, как палестинцам. НАТО в хату, вітаю, Вальдемар. Вітаю вас, вітаю. НАТО в хату, Деон. НАТО нам надо, Деон. НАТО надо, НАТО. Как-то так, Деон. Дал это больше. Масера больше дал это. Так, ну ладно тогда. Я почитаю, что нам тут пишут. Так, мост горит. Да, стоит состав. Я как раз смотрю это видео. Вот этот состав, он стоит. Он неподвижен. Да, он стоит. Пусть Бог благословит нас. Амин, амин, амин. Так, Крымский мост, гори, ясно, чтобы не погасло, Дион. Так, а поезд в огне. Крымский мост, гори, ясно, чтобы не погасло. Лео, деньги. В смысле деньги, Леош? Что ты имеешь в виду? Друзья, напишите, что вы знаете по поводу того, что сейчас происходит в Москве. Говорят, там арестовывают военных. Неужели военные так легко сдадутся, Дион? И знаете, это на самом деле, конечно же, я желаю обоим сторонам удачи, и военные, они как исполнители самые ненавистные мне, хотя Кадыров не меньше исполняет, чем эти военные. Но нужно полагать, что если банда ФСБ победит военных, то она очень сильно закрепится, да.
Аслан, по каким дням у вас будет эфир? По-разному, дерзкий, по-разному. Ахмад Сила подписался. Зачем ты подписался, Ахмад Сила? Ты пишешь про меня гадости. Дальше будешь мне гадости писать. Давай, давай. Так нельзя, да? Вот здесь грузовика. Сейчас, подождите, я вам дам сейчас видео послушать владельца того грузовика, который был взорван. Только что вот сейчас опубликовано видео новое. Давайте послушаем. Я Юсупов Самир Симон Агун, 1996 года рождения. Случившемуся Слышите? на Крымском мосту никакого отношения не имею. Фура оформлена на меня, Фура. на ней работает дядя, двоюродный брат моего отца. Ага. Юсупов Махир Насип Аглы. Короче, вы слышите, скажите? Лучше русским начать революцию, если хотят жить как люди. Так, слышно, да? Короче говоря, этот человек представляется как владельцем. На нем работал двоюродный брат его отца, двоюродный дядя. 96-го года рождения. Случившемуся на Крымском мосту никакого отношения не имею. Фура оформлена на меня, а на ней работает дядя. Дядя. Работал. Брат моего Юсупов Махир Насип Аглы. За перевозками вперед, получается, через сайт АТИ. Я Юсупов Самир Симон Аглы, грузы берет через сайт Атик, по-моему, как-то он назвал этот сайт, и что он просто занимался грузоперевозками. Ему могли туда просто положить взрывчатку. Так, лучше русским начать революцию. Так, это было. Слышали, да? Ахмад Сила Бош, деш дела ялумшо. Дела. Ахмад Сила дела бойл будать. Дал воля хорду, кира догдоч на обоем асоныш. ФСБ все проплачено, погрожено и уси концы уводу. Ну вот смотрите, опять же, грузовик получал грузы по заданию. Значит, вот все-таки не смертник, человек, скорее всего, просто перевозил грузы и был просто взорван. А сама мне кажется, что все возвращается к 2017 году. Ситуация очень похожа. Вы имеете в виду, Михаил, 1917 года? Возвращаемся. Все может быть. А самом так, это я уже читал. Короче говоря, паника в Крыму, массовая скупка туалетной бумаги в Крыму и... Давайте. Смотрите, послушаем. Очереди, все магазины, все выносится из магазина. Заканчивается где-то в конце магазина. Вот очередь. Так, в Крыму, как обычно, паника. Ну, конечно, власти свои не верят, конечно, будет паника. Да, может быть, Михаил, может быть, ты прав. 17-й год, может, очень даже поход. Ходят слухи, что чеченцы заложили взрывчатку. Это ФСБ взорвало 100%. Ходят слухи, Роман Нитко. А что за чеченцы, Роман Никто? Что за чеченцы? Откуда у чеченцев взрывчатка в России, которую они туда заложили? И как эти чеченцы, если они не связаны с ФСБ, с российской разведкой или ГРУ, с кем они там связаны могут быть, могли на этот мост заехать с этой взрывчаткой? Он досматривается, обыскивается? Или это все фигня, и на самом деле никто так не досматривает? Так. Я живу в Европе и не поддерживаю их, уже больно быстро они поднялись, и каналы их не блокировали, и не блокируют, и не блокируют. Нам зачем бумага? Что там в Москве? Не знаю, скажите вы мне, я сейчас не могу так посмотреть. Ну, сейчас посмотрю, правда, посмотрим. Пока Facebook мне ничего не выдал. Фура взрывчаткой так просто не проехала, як 100%. Да, Игорь, это так. 37-й уже начался, идем назад к 17-му.
37-й еще не начался. Вот сейчас, когда они их начнут отстреливать, если смертная казнь, мораторий на смертную казнь, если введут военное положение, тогда смертная казнь, мораторий будет отменен. Хотя для этого и не нужно вводить военное положение. Президент может своим указом просто отменить мораторий на смертную казнь, который он когда-то ввел. Ну, на крайний случай, чтобы самому не брать на себя ответственность, он может попросить там государственную дуру, чтобы она это сделала. И она у него тоже карманная, и все там будет нормально. Поэтому посмотрим, сейчас узнаем. 100% захист моста гарантовали. Машина проехала блокпост, прошла проверку и взорвалась рядом с цистернами. Не случайность. Да, и машина, как сейчас сказал владелец машины, что его дядя брал грузы из интернета. Армения и Азербайджан подписали договор о нерешимости границ 91 года. Вот так вот. Очень интересно. Это очень круто, если армяне и азербайджанцы договорились. Это очень круто. Идут аресты военных. Ввели войска имени Дзержинского. Допкунайтесь, Розен. Дуже дякую за столь хорошую новость. Так, давайте мне ее сейчас поищем, посмотрим, где он. Короче, смотрите, здесь видео такое. Вот под эту музыку, которую вы слышите, я так полагаю, Бритни Спирс, Путин садится в грузовик, помните, он по мосту этому крымскому проехал. Едет, садится под эту музыку, и взрыв такой, бабах. Короче, все указывает на Путина. Путин садится в КамАЗ. Ну вот, короче, взорвали. Вова взорвал. Все уже. Так. Армения, так, идут аресты. Аслан, второй стрим смотрю. Аресты в Москве. Что это? Аресты в Москве, это вот то, о чем мы сейчас в начале стрима говорили, и о чем я уже давно предупреждал, что военные или патрушевцы против Путина, или ФСБ против военных, против банд армии. Террористическая банда ФСБ против банд армии. Вооруженных, незаконно вооруженных формирований. Посмотрим. Ну, короче говоря, ФСБ усилится. Если сейчас военные не дадут отпор, то все. Ну, они были вообще никто, правда. Не верю я, что они дадут отпор. Но если не дадут отпор, то все. Просто будут уничтожены они все. Пойдут на мясо просто, да, на убой. Да, внутри России у Путина получается все. Вот выходит за пределы фашистской России, и что-то уже не так, да. Что-то уже не так у него. Я тоже так думаю. Все пошло по плану. Слава Ичкерии, героям слава, Алексустас. Все так по-домашнему. Пригодин с Патрушевым против Шойгу. Да, Пригожин, да. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аслан, как ты думаешь, Путин начал войну в Украине, чтобы ослабить ГРУ? Нет, я думаю, что они хотели захватить Украину для того, чтобы на Путина сделать. И храм построили, и много там вещей, которые об этом говорят, уже они откровенно между собой награждали себя разными титулами там дворянскими. Без настоящей истории Киевской Руси все это было бы фейком, все это было бы не по-настоящему, потому что на Западе и в той же свободной Украине лежала бы настоящая история Украины, и поэтому было бы все фейково. И для них Украина была очень важна. Это составляющая, такая, одна из главных скреп русского империализма. Как сказал Джохар, а украинцы на это не идут. Потому что украинцам нужно потерять свое
идентичность, свою историю отдать фактически гибнюкам, самозванцам, и быть на вторых ролях. То есть это война экзистенциональная для Украины и очень нужна для вот этих гибнюков, которые хотели бы вот эти свои миллиарды, всю вот эту аферу под названием Советский Союз, НКВД, КГБ и так далее, ФСБ, как-то ее узаконить и передать своим детям, внукам и правнукам. Ну вот не шмогла она, не шмогла, да, не справилась. Да. Россия войну проиграла. Именно поэтому идут вот эти разборки. Именно потому, что войну проиграла. Мы-то знали с первых дней, что она ее проиграла. Но они надеялись, что они справятся. Ну вот не справились. Не справились, да. Даже мне было понятно, что это гиблое дело. Да, Амир, но они надеялись. У них в Украине много агентуры. Вот в чем вся причина. Вот в чем вся причина. И она, эта агентура, не среди военных, я вам скажу. Помните, Путин обращался к военным. Говорил, переходите, складывайте оружие. Именно-то за то, что они не за него. Своим он это публично не стал бы говорить. Своим он, СБУшникам, например, он бы это на ушко сказал. Потому что часть СБУ, КГБ УССР, оно тоже является бенефициаром того плана, который осуществился бы в случае удачи по становлению неодворянства на постсоветском или, скажем так, русскими называемом славянском. Хотя это ушло бы и в Казахстан, это ушло бы и в Таджикистан, и в другие места, и в Грузию, и так далее. Но вот у них не получилось. И слава Богу, и на их пути стал украинский казак. Простой украинский народ. Слава Украине, как после этого не сказать? Я это говорю не просто потому, что все так говорят, а я осознанно, зная, что они заслуживают эту славу, говорю. Слава Збройным силам Украины и свободному украинскому народу, который так же, как и мы, чеченцы, понимает всю ценность свободы и независимости для нас и для наших будущих поколений. Спасти світ может только народ России и самих себя. Но на народ России надеяться не стоит. Вот сейчас была надежда на военных. Посмотрим, что будет. Я очень надеюсь, что военные восстанут. Хотя это ничем не лучше. Но, по крайней мере, они бы немножко погрызли бы друг друга. А так их просто уничтожат. Причем военные, они намного сильнее этого ФСБ. Намного. Ну, трусливее, мне кажется. Скажите, пожалуйста, что за 4 года сделали в Ичкерии? За какие 4 года вы имеете в виду? Олег Суста, спасибо за подарок, Олег. Алекс, тыквенный пирог, да, спасибо, Кайрат, вам тоже за подарок. В сторону Казахстана идут угрозы с Россией. Как считаешь, Путин планирует войну с Казахстаном? Я сейчас не могу ничего сказать, друзья. Я думаю, он не посмеет никуда лезть, потому что сейчас не до Казахстана. Привет, Кайрат, привет. Украина завжди забери своє чужого, нам не треба. Правда ли Академия наук, самолетостроения, ЖКХ, дороги, правда? Я не понял ваши вопросы, по-моему, что давай. Были ли в Чечне ваххабисты, террористы, исламисты? Рамзан Нох. Террористы, ваххабисты были. Террористы были только когда зашла Россия, которая сама их клепала. Исламисты, крайние формы ислама, такие тоже были, но они не играли ведущей роли никакой. Вся вот эта религиозная риторика навязывалась нам российскими спецслужбами. Также активно, я так полагаю, в этом прикладывали руки и турецкие спецслужбы. Не так, конечно, активно, как это русские, потому что это зона ответственности России в мире, как мир нас отдал на съедение людоедам, и поэтому всячески как-то я так это вижу. Как говорится, Аллах лучше знает, как было.
Но когда закончится война, мы, конечно же, разберемся с этими вещами. Да. Алекс Сустас отправил жаровню. Спасибо, Алекс, спасибо. Гантели, Олег, вам тоже спасибо. Всем спасибо, друзья. Друзья, я закончу свой стрим на этом. И так, для размышления вам я подбросил немножко мыслей своих, которые сам находился в раздумье, в мыслях, потому что вызывает меня неоднозначность этого диверсионного акта по взрыву этого моста, по уничтожению части этого моста. И будем наблюдать, и давайте не дадим себя обмануть, не дадим себя использовать этим мерзавцам и подонкам. Людмила, Олег, всем спасибо за подарки. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет. Ичкерия, Господи, благослови Америку. Оэль Амир, Маш Оэль, Шушавега. Всего самого хорошего. Адикюэль, Вежери. Все будет Ичкерия. Все будет добро. Все, что робится на краше. Дай Бог. Амин, Игорь. Амин. Пока, друзья. Кстати, напоминаю, это видео я залью на канале у себя в YouTube.